Привет, Элечка, привет все, кто меня смотрит. Не знаю, видно меня нормально или нет. Вот сейчас нормально будет видно. Вот. Сегодня 29 января и очень хорошая погода. Совсем маленький мороз, 2 градуса, идет снег. Конечно же, мы будем изучать чеченский язык. Вот. Вчера хотели поизучать его вместе с гостями, но было очень шумно и не получилось. А давай сегодня пройдем вместе с тобой следующий урок. Значит, у нас уже будет 24-й урок чеченского языка. Мы уже знаем много слов. И сегодня поговорим об обуви. Как по-чеченски можно назвать различные элементы обуви. Значит, обувь или туфли, можно сказать, будет мачью, да? Мачью. Вот. И если мы говорим о мужской обуви или о женской обуви, то можно добавить кое-какие слова. Вот, например, зуда по-чеченски жена. А если я скажу зудрин мачью, это будут женские туфельки, такие красненькие, например, светленькие, черненькие, красивые, с бантиками и так далее. Лодочки, там, всякие, любые туфельки можно назвать зудрин мачью. Вот. А как будет туфли у мужчины, у парня, у мальчика? Божерин мачью. Да, то есть получается божерин мачью, это будет туфли, у меня, например, и божерин мачью. Вот. Запомнили? Зудрин мачью, божерин мачью. Зудрин мачью, божерин мачью. И теперь как будут детские. Ребенок по-чеченски бер. И тогда детские туфли, Элечка, детские туфли, берин мачью. Вот, берин мачью. Сун эля берин мач со хуна эля берин мачью эц. Я тебе куплю, значит, детские туфли. Вот. А теперь смотри, еще следующее слово в нашем сегодняшнем уроке будет эткшью. И это будут сапоги, но на каблуке. Женские сапоги. Эткшью. Да, это сапоги. Вот. Эткшью. А теперь дальше. Следующее слово будет кроссовкшью. Здесь у нас, можно сказать, сейчас кроссовки не очень надевать, потому что холодно, а если спортом заниматься, то кроссовкшью. Так же самое будет, как по-русски. Кроссовкшью. И еще есть сапоги без каблука. Вот, например, есть сапоги с каблуком, да, это будет эткшью. А сапоги без каблука будет, сейчас прочитаем, месхешью. Вот правильно будет так, это было неправильно. Мехсешью будут сапоги без каблука. Тоже красивая обувь. Вот там в товарике написано кавказские легкие сапоги без каблука. Мехсешью. И остались еще 3 слова. Значит, тапочки, шлепки и калоши. Вот тапочки, сейчас посмотрю, тапочки, по-моему, будут тудурга. Сейчас я гляну, что я немножко подзабыл, как будет правильно. Так, влию это сюда. Да, это будут тапочки, шлепки и калоши. Вот тапочки будут кархшбу будут тапочки. Потом шлепки тудургшбю. Вот мне шлепки нравятся. Сун тудургшиес. Мне нравятся шлепки, потому что я люблю здесь по морю, вот по этому пляжу ходить в шлепках. Вообще, доходить до моря в шлепках, потом идти купаться и до дома идти опять в шлепках, чтобы не надевать там носки, ничего, просто в шлепки взял, надел. Тудургшью — это шлепки. И еще одно слово калошью. Калошью — это калоши. Калоши у меня нету, показать трудно, вот. А так вот. А это и божерин мачью. Давайте еще раз прочитаю все слова, и тогда сегодня закончим, и встретимся в следующих уроках. Значит, зудрин мачью,
Božrīnmaču, Bērinmaču, Ietkšju, Krasovkšju, Mehsjašju, Karčbu, Тудургшью, Калошью. Ну вот. Пока, друзья. Адик и Олсен, Дотаги. Да, Гурдувай. Увидимся.